Так, пожалуйста, обращающиеся стороны, вопросы к представителям от Жогорку Кеңеши. Суроо барбы сизде? Саламатсызбы. Кыргыз Республикасынын Конституциясында адам укуктары, эркиндиктери, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын, адам адеп ахлакты сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо максатында чектелет деп турат да. Азыркы Жогорку Кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алууда киргизилген биз ойлоп жаткан чектөө ушул аталгандардын кайсынысын жүзөгө ашыруу максатында киргизилген. Суроо түшүнүктүү, да? Суроо түшүнүктүү. На ваш вопрос я бы ответил так, что часть 3 статьи 333 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях не ограничивает права граждан в целях, которые вы указали, поскольку судебная защита, обеспечивается судебная защита, и я считаю, что данная норма не ограничивает права в целях, которые вы указали. Да, сурооңуз барбы? Есть вопросы? Пожалуйста. У меня вопрос. Вот вы упомянули малозначительность. И хотелось бы узнать, что означает малозначительность в том контексте, в котором вы говорили. Мы это рассматривали по сравнению с уголовным судопроизводством, поскольку в уголовном судопроизводстве есть наказание и то есть вред, причиненный гражданином обществу или конкретному лицу. В данном случае Кодекс о нарушениях не наносит такой, скажем, большой вред. И мы это сравнивали с уголовным судопроизводством, можно сказать. И еще второй, есть вопрос? Да, есть еще второй вопрос. Вот упоминали, что дела о нарушениях, да, не должны проходить через все инстанции, включая Верховный суд. И хотела бы узнать именно позицию относительно того, что вообще право на рассмотрение дела вышестоящие суды является правом абсолютным, и она указана в части 4 статьи 20. И абсолютное право это означает, что никакому ограничению не подлежит. И, соответственно, встает вопрос, почему тогда вот, несмотря на то, что у нас есть право, абсолютно закрепленное в Конституции, тем не менее Жогорку Кеңеш именно допускает тот момент, что может быть такое ограничение, и именно почему-то дела о нарушениях не должны проходить все инстанции. Пожалуйста, Алмаз. В данном случае мы рассматриваем, мы уже как бы дали пояснение, что пункт 5 части 5 статьи 20 право на повторное рассмотрение дела вышестоящим судом мы рассматриваем в контексте уголовного судопроизводства. Поэтому мы считаем, что дела, которые касаются, регулируются кодексом о нарушениях, достаточно судебной проверки в первой инстанции. И она не должна быть предметом рассмотрения всех судебных инстанций. В этой части. Микрофон. Тогда встает другой вопрос. Как раз-таки вот в начале у нас упоминалась статья 27. Там как раз-таки было право осужденного, да, на рассмотрение его дела вышестоящим судом. Соответственно, вам не кажется странным, что будет, так скажем, дублирование этих прав, да? Вам не кажется, что именно то право, которое закреплено в статье 20, абсолютное, да, рассмотрение дела вышестоящим судом, оно относится именно ко всем делам. А в случае осужденных для этого есть уже отдельная статья 27. Микрофон. Я говорю, не могу дать толкование, но в данном случае имеется в виду, что статья 20 относится к общим положениям, а статья 27 уже к конкретным правам и свободам гражданина, поэтому в данном случае считаем, что это общие положения, которые дальше раскрываются уже в следующей главе.
То есть, получается, вы допускаете, что, в принципе, раз уж эти права находятся в общих положениях, абсолютные права, то они распространяются на всех и, соответственно, на все дела. Микрофон. Мы объяснили, что это мы, по нашему мнению, что право на пересмотр вышестоящим судом дела относится к уголовному судопроизводству. То есть, понимаю, что вы, соответственно, этим ограничиваете распространение этих прав. Я не знаю, как вы это мой ответ воспримете, извините, я не могу за это ваше восприятие комментировать. Обращающиеся стороны есть чего? Пожалуйста, Нурбек Акбарович. Чем, по-вашему, отличается Микрофон, где-то к микрофону, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, чем, по-вашему, отличается судебная защита, да, от любой иной защиты? Я пока. Вам же вопрос задают. Сизге Сура. Чем, по-вашему, Микрофон. в статье 20, да, упоминаемый пункт права на судебную защиту, чем вообще отличается судебная защита от любой иной защиты со стороны органов государственной власти? Микрофон до вас слышно. Ну, мы же не можем запретить, правильно? Вопрос судебной защиты, чем отличается? Сейчас. Ну, вот, можно немножко тогда конкретизировать? Так, пожалуйста, Алмаз Тавалдыевич хочет добавить что-то. Ну, судебная защита – это защита, которая осуществляется в суде. Ну, а другой формы защиты, например, есть статья 40 Конституции, говорит, что государство обеспечивает развитие внесудебных и досудебных методов, форм и способов защиты прав и свобод гражданина. То есть, в данном случае, когда мы говорим, что идет речь о действий Кодекса нарушения, мы же сказали, что предусматривается полномоченное должностное лицо приглашает стороны потерпевшего правонарушителя, разъясняет права, рассматривает с их участием, выслушивает. В данном случае мы предполагаем, что если человек, который допустил нарушение, и, например, должностное лицо привлекло его, оно может обжаловать вышестоящую, например, инстанцию, в комиссию, которая, скажем, в этом госоргане существует, и, допустим, скажем, прекратить производство по этому делу. То есть судебная защита, то есть здесь в данном случае человек начинает осуществлять свою защиту, государство обеспечивает еще до суда, когда рассматривается дело уполномоченным должностным лицом, либо комиссией этого государственного органа. Вот в этом отличие. Я правильно понял ваше понимание, да, что, допустим, когда органы исполнительной власти решают, если вы кричите «караул, милиция», да, милиционер прибежит, он не будет совещания собирать, потому что бежать, не бежать, да. А суд, Да, он будет на микрофон. Микрофон же у вас. ну я здесь не работаю. Да. А суд, он не побежит незамедлительно, да, то есть он вначале выслушает аргументы сторон, да, потом суд уже взвешенно, оценив доводы сторон, выносит решение. Правильно? Милиционер не будет взвешивать, он сразу побежит, правильно, да? То есть отличается процедурой, вы согласны со мной? Да. Так разве рассмотрение в суде первой инстанции по решению о совершении правонарушения, оно, когда рассматривается в суде первой инстанции, разве нельзя назвать его именно рассмотрением по существу? Ведь он оценивает, виновен, невиновен. Правильно? Он дает оценку суд, виновен, невиновен. Нет, здесь в данном случае кодекс предусматривает только два вида решений. Он отклоняет ходатайство, либо отменяет это решение госоргана. Но в данном случае, здесь мы говорим, что кодекс о нарушениях предусматривает по некоторым видам правонарушений процедуру, когда рассматривает комиссия госоргана, комиссионно рассматривает решение уполномоченного должностного лица. То есть в данном случае имеется в виду, что да, мы говорим, что есть судебная защита, гарантированная Конституцией. Если человек не согласен с решением уполномоченного должностного лица с комиссией госоргана, она обращается в суд и получает, то есть у него доступ к правосудию и проходит, что судебная проверка этого дела. Но мы против того, что не против того, что мы считаем, что каждое дело не должно быть предметом рассмотрения всех судебных инстанций. Вот как уважаемый суд сегодня сказал, там 5 инстанций должно проходить. Поскольку суд, да, осуществляет, мы же сказали сегодня, вот вопрос стал, что
есть какие-то дела, которые не должны быть, каждое правонарушение не должно быть предметом рассмотрения Верховного суда, наша позиция. Ну вот, смотрите, суд первой инстанции... Это, уважаемый Нурбек Акбарович, если у вас есть вопросы, покороче, пожалуйста, задавайте, чтобы это в дискуссию это не обращать. Коротко. Нет, вы формулируете свой вопрос четче, да? Да, и и чтобы короче. это был ответ. Вы дискутируете его доводами. Вы задавайте вопрос для выяснения, да, тех обстоятельств, которые являются предметом сегодняшнего рассмотрения. Нурбек Акбарович, не превращайте здесь балаган в суд, хорошо? Спасибо. Кыскара, короче, Я пожалуйста. конкретный вопрос задал. Этот вопрос был является ли рассмотрение в суде первой инстанции Так, рассмотрением всё, по пожалуйста, существу. еще Поэтому я дальше следующий задаю вопросы. Суд, принимая решение об отмене этого решения, либо об оставлении в силе, разве суд не должен прийти к какому-то выводу о виновности или невиновности лица в совершении правонарушения? Я достаточно четко спросил? Теперь, пожалуйста. Суд, принимая решение об отмене протокола о нарушении, он либо здесь находит нарушение при его составлении, либо об отсутствии в его деяниях правонарушений. Если он отказывает заявителю и оставляет в силе, он считает, что процедуры соблюдены и в действиях правонарушителя имеется правонарушение, состав правонарушения. Да. Нарушение. Поэтому я и спрашиваю, разве не является такое судебное рассмотрение рассмотрением по существу дела? Это, по нашему мнению, это судебная проверка. Ну, проверка, здесь мы что, о дефинициях будем спорить? Да. Вот здесь как раз и превращается. Вы как раз и Дефиниция, пробуждаете этот понимаете? спор. Он ответил на ваш вопрос настолько, насколько он хватило у него аргументов, исходя из его позиции. Нурбек Акбарович, еще раз я вас призываю, чтобы вы четче формулировали свой вопрос. Что, Конституционный суд не базар-вокзал, да не место для полемики, что ли? Здесь же как раз-таки для полемики Так, все спасибо. это. Мы же здесь Спасибо. должны спорить. Это не полемика. Нурбек Акбарович, пожалуйста, присаживайтесь. Так, вопрос. Дагы айтып койсоңуз ушул конституциянын 20 беренесинин 5 бөлүмүнүн 3 пунктундагы ар ким жогору турган сотто ишин каратууга укуктуу деп аталган адамдардын укугу сиздердеки ошол бузуулар жөнүндө кодексинде кандай ишке ашырылып жатат? Как мы уже коллега сказал, данная статья относится к уголовному судопроизводству, то есть таким правом, то есть это не касается кодекса о нарушении. Спасибо. Да, это вот, пожалуйста. Поближе к микрофону. Немножко неудобно. Так, уважаемый представитель Джор Кенеш, у меня такой вопрос. Вообще, каковы были цели для изменения порядка, то есть исключения возможности обжалования вышестоящей судебной инстанции решений суда первой инстанции по делам о нарушениях? То есть, были ли какие-то основания? Поступали ли от судебных органов в лице Верховного суда какие-то запросы, то, что у них слишком высокая нагрузка по делам административных, они не успевают? Либо, то есть, что послужило основанием для внесения таких изменений? И второй вопрос, вы говорите о том, что нет необходимости рассматривать дела такие, на ваш взгляд, незначительные, к примеру, по гражданским делам, да, если взять там такие дела, где особо не оспариваются, там, к примеру, о разводе при обоюдном согласии супругов или об установлении юридических фактов, там, тем не менее, присутствует возможность обжалования во всех вышестоящих инстанциях. То есть, как вы определяете, нужно это обжаловать или нет? Спасибо за вопрос. Алмаз Саулдович, вы, да? В первую очередь, как вы знаете, последние 6-7 лет в нашей стране проходит судебно-правовая реформа, и в рамках этой судебно-правовой реформы было принято решение о принятии новых кодексов, в том числе кодекса о нарушениях.
Данные кодексы о нарушениях были разработаны специальными рабочими группами экспертными и внесены на рассмотрение Жогорку Кеңеше. И из смысла и, скажем, концепции кодекса исходил из того, что нарушения должны были рассматриваться уполномоченным государственным органом, потому что суды не являются как бы специализированными и не могут там быть, скажем, специалистами во всех областях, и поэтому было дано больше прав уполномоченным государственным органам, должностным лицам, право налагать штрафы по нарушениям, пересматривать по некоторым категориям. В комиссии были уполномочены государством. И в случае только несогласия было право на судебную проверку. То есть это было в рамках судебно-правовой реформы, она была поддержана и со стороны парламента, исполнительной ветви власти, скажем так, и судебная власть, представители судебной власти, все поддержали к такой концепции, пришли, и эта концепция заложена во всех кодексах, что надо было дать возможность все-таки дела по нарушениям отдать в ведение уполномоченных государственных органов и только оставить в случае споров судебную проверку. И в этой части то, что было заложено вот как новшество, то, что районный суд и городской суд первой инстанции только проверяют. Также было, вот, как вы знаете, в Уголовном процессуальном кодексе только 2 инстанции проходят проверку мера пресечения. И в связи с этим можно второй вопрос? В связи с чем у вас? Все. Нет, мы дифференцируем просто исходя из правовых последствий. Что в уголовном судопроизводстве человек осуждается, он получает статус осужденного, на него возлагаются, то есть в отношении него возникают определенные правовые последствия в виде судимости, в виде, скажем, назначения наказаний, которые перечислены в Уголовном кодексе. По кодексу о нарушениях здесь правовых последствий таких серьезных нет для человека. Речь идет о том, что как раньше, сейчас не применяется, допустим, лишение специального права, типа тем же, скажем, только имеется в виду штраф. И мы считаем, что если человек совершает правонарушение, на него возлагается штраф, и после этого никаких правовых последствий, мы относим это по нашему видению к незначительным. Здесь я не готов ответить, потому что Гражданский процессуальный кодекс, у него имеется в виду там другие процедуры. То есть так нельзя проводить. Спасибо. С точки зрения Понятно. Аналогии. Так, обращающиеся стороны, есть еще вопросы? Пожалуйста, для вас. Да, для вас, если, допустим, теоретически предположить, вас оштрафуют на 17,5 тысяч сом. 17,5 тысяч сом для вас это незначительно или значительно? Значительно. Да, все-таки. Но она не идет вразрез с каким-то, скажем, осуждением или идет, что правовых последствий, это только если я допустил штраф, и это есть видеофиксация, есть какие-то документы, я не буду его обжаловать, я оплачу и дальше буду жить. То есть это значительно в финансовом плане, но имеется незначительно в сравнении с уголовным судопроизводством. Максатбек Мергенбаев сизде. Менде сурум бар. Азыр кылмыш иши боюнча, жарандык иштер боюнча, административдик жана экономикалык иштер боюнча биринчи инстанцияда каралган бардык иштердин 80-85% гана жогорку турган сотко даттанылат да. А сиздер азыр айтып жатасыздар, бардык иштер жогорку сотко чейин келип даттануусу бул кажет эмес депчи. Эмне кайсыл статистикадан алып атасыз сиз бардык иштер жогорку сотко чейин даттануусу жөнүндө? Так, кто из вас будет отвечать? Алмаз Таулдыевич, пожалуйста. Официально мы не брали стат данные. Это просто, говорит, судебная практика, потому что у меня есть опыт работы судьей. Кроме этого, у нас в Жогорку Кеңеши
есть сектор судебно-правовой, и туда предоставляются сведения об итогах работы судебной системы за год, информация представителя Верховного суда, и там был процент указан, сколько дел обжаловано первой инстанции, второй. То есть это общепризнанные сведения, которые вы можете получить на сайте Сотки.eg, сколько процентов обжалуется по уголовным, по гражданским, это сведения. Сиз суроомо түшүнбөй калдыңыз окшойт. Эмне себептен бузуулар жөнүндө иштердин баары жогорку сотко чейин келет деп айтып жатасыздар? Жоқ, мы не сказали, что оно должно доходить до Верховной. Мы сказали, что не должно быть каждое дело о нарушениях предметом рассмотрения Верховного суда. Айтсаңыз, мына салык иштери боюнча жана административдик процедура боюнча иштерде мамлекеттик орган чыгарган чечимди жогорку турган өзүнүн чечимин жогорку турган органына даттанат. Салык кызматы боюнча болсо мамлекеттик салык кызматына, ал эми башка органдар боюнча болсо жогорку турган министерстволорго даттанылат да. Андан кийин гана 3 инстанция өтүп атат. Бул жерде дагы 5 инстанция каралып атат да. Эмне себептен ушу бузуулар жөнүндө гана кодекси боюнча 5 инстанция болсо болбойт деп жатасыздар да? Мен мындай суроого жооп бере албайм. Бул деген это наша правовая система, которая так конструкция правовой системы. И почему законодатель, правительство, законодательные органы власти, почему такую конструкцию сделали, я не могу за них ответить. Это наша правовая система. А в части кодекса о нарушениях мы уже свою позицию высказали. Спасибо. Спасибо, Алмаз Абылдыевич. Уважаемые обращающиеся стороны, все, вопросов больше нет? Будет один вопрос. Вот вы сказали, что не каждое дело о нарушениях должно доходить до Верховного суда. И по вашей личной практике, практике ваших коллег, как мы понимаем, раньше дела вот об административной ответственности, многие из них обжаловались вплоть до Верховного суда. То есть количество обжалований было высокое. Тогда встает вопрос, вы не допускаете мысль, что вообще то, что обжалований много, это указывает не на то, что вот люди захотели и пошли обжаловали, а именно это указывает на то, что, к сожалению, качество правосудия у нас в первых инстанциях достаточно низкое, и ввиду этого мы как раз-таки наоборот должны давать гражданам, юридическим лицам и физическим лицам в общем право как раз-таки на обжалование ввиду вот этого низкого качества правосудия. Я сейчас с вами не готов спорить по качеству отправления правосудия, но мысль была такая, что переход дороги в неположенном месте, она не должна быть предметом рассмотрения Верховного суда. Это наша позиция, что по незначительным нарушениям мы говорим, что не нужно давать возможность, то есть именно Кодекс о нарушениях говорит, что нет необходимости все инстанции проходить. Вот только в этом позиции. А почему раньше обжаловались и причины, качество правосудия или просто человек не хотел платить штраф, мы за это я сейчас не могу вам ответить, и на ваши предположения не могу дать комментарий. Тогда второй вопрос из этого следует. Вот вы упомянули, человек там прошел по неположенному месту, но это всего лишь один из видов нарушений. И тогда почему в кодексе ограничение вообще на рассмотрение дела вышестоящим судом идет на весь кодекс, на все виды нарушений, а не именно на, как вы вот говорите, малозначительные, к примеру, человек прошел в неположенном месте? Мы же до этого объясняли, что мы считаем, что кодекс о нарушениях это здесь он обхватывает те нарушения, которые, по мнению, нашему мнению, относятся к незначительным, которые их неправовые последствия не имеют серьезных правовых последствий для нарушителя. В общем, и они, хорошо, может, неудачный. Человек начал незаконное какое-то строительство, на него штраф наложили, он понял, снес, оплатил штраф, пошел документов приводить в порядок. Например, такое дело, то есть все очевидно, и поэтому доводить это до Верховного суда, тянуть годы, мы считаем, чтобы пока или срок исполнительного производства сойдет, либо выйдет срок давности привлечения по
давность привлечения по кодексу о нарушениях. То есть мы считаем, что эти процедуры должны, которые очевидны и не должны быть предметом рассмотрения вышестоящих инстанций. То есть я правильно понимаю, что все дела о нарушениях являются для вас малозначительными? Да, вы правильно меня поняли. Спасибо, спасибо. А у вас еще вопрос, да? Только да, у меня вопрос к вам. По-вашему, кодекс о нарушениях носит административный характер? Микрофон еще. Да. Да. Скажите, пожалуйста, а высший судебный орган по административным делам кто является? В зависимости от категории дел. Нет, в Конституции четко прописано. Верховный суд. Верховный суд. Все, у меня нет вопросов. Спасибо. Вы присаживайтесь. Ага. Есть? Есть еще вопросы, да? Пожалуйста. Судьи, пожалуйста. Что-то такая дискуссия пошла, я про наши Скажите, судьи пожалуйста, Алмаз Талдыевич, вы при обосновании законности оспариваемой нормы сказали, что ввиду незначительности нарушений законодатель предусмотрел только одну проверочную инстанцию. Можно ли считать, что этим самым законодатель исключает возможность судебной ошибки при оценке законности принятого постановления о наложении взыскания? Исходя из того, что дело о нарушениях прошло проверку должностного лица, комиссии, и законодатель говорит, что одна судебная проверка, я соглашусь с мнением, что да, законодатель предполагает. Предполагает да, невозможность ошибки при оценке. Да. Хорошо. Потому что это прошло проверку еще в двух инстанциях уполномоченного государственного органа. Хорошо, мне кажется, здесь немножко неправильно идет. По кодексу о нарушениях правонарушения либо рассматривается должностным лицом, либо комиссией. И если сопоставить весь объем нарушений, предусмотренных в этом кодексе, то большая их часть рассматривается должностными лицами государственных органов. И в этом случае можно ли исключить возможность неправильной оценки действий лица, которое считается совершившим нарушение? Возможность ошибки действий лица, кто совершил нарушение или кто выявил? Возможность ошибки в оценке действия лица, якобы совершившего нарушение. Ну да. Нет, должностным лицом. Должностным лицом, да, я говорю. Поэтому есть судом. комиссия, после этого суд. Мы же говорим, что если должностное лицо, субъективно, например, как-то восприняло и видит состав, составляет протокол обжалуется в комиссии, если комиссия смотрит, и после этого судебная проверка. Мы поэтому говорим. Что... Мне кажется, вы не совсем правильно трактуете норму кодекса о нарушениях. Там говорится, при неоспаривании должностное лицо налагает. В случае несогласия, то должностное лицо не возлагает. Он отправляет к вышестоящему должностному лицу, которое применяет меру взыскания. Вы даже 3 инстанции сейчас говорите. Нет, что я имею в виду... должностное лицо, потом комиссия и далее суд. Нет, здесь по каждому виду нарушения есть своя процедура. Некоторые решения сразу обжалуются в суд, некоторые в комиссию, потом в суд. Я просто Нету такого. Все они обжалуются сразу в суд. Нету там обжалования в комиссии. Внимательно почитайте. Спасибо. Спасибо. Присаживайтесь. Судьи, уважаемые, есть еще вопросы? Пожалуйста, Чинара Аскарбековна. Алмаз Талдыевич, у меня к вам вопрос. Пиши, пожалуйста. Я все-таки хочу уточнить, да? Вот какая была логика законодателя устанавливать такую специальную, да, или специфику в производстве по делам о нарушениях, которая отличается от производства по оспариванию актов, да, органов государственной власти, их должностных лиц, об оспаривании действий, да, должностных лиц. Какая все-таки специфика? Здесь, в принципе, понятно, что и там, и здесь идет судебный контроль, если мы говорим об этих вещах, да? Почему, какая логика была у законодателя устанавливать такие разные способы, можно сказать, этой судебной проверки? Скажите, пожалуйста.
На наш взгляд, когда проходила судебно-правовая реформа, принимались новые кодексы, менялась инстанционность судов. И в данном случае здесь, когда идет речь о кодексе о нарушениях, там это сегодня, как я уже приводил пример, ведется строительство, нет документов, нет разрешения. То есть нет какой-то необходимости сильно, скажем, проводить какую-то сильно большую проверку, когда есть очевидный факт нарушения. То есть человек строится или нарушил границы. Не нарушил, это незаконное строительство, незаконные какие-то действия тех же правил дорожного движения, вот эти камеры фиксации, которые все доказывают, что нет необходимости проводить всю, как вы сказали, оспаривание в соответствии с кодексом, административным процессуальным кодексом, там чуть-чуть процедура другая, а здесь мы считаем, что когда речь идет о кодексе о нарушениях, там очевидные вещи, поэтому законодатель поставил такую границу одной судебной проверки. Так, уважаемые судьи, еще есть вопросы? Спасибо. Нет, мы уже закончились вопросы. Нет, почему закончили? У меня возникли эти вопросы. Когда обращающиеся стороны задавали вопросы, уже больше не было вопросов. Потом судьи... У меня возникли вопросы. Хорошо, пожалуйста. К микрофону тогда выйдите. У меня вопрос к Алмазу Малдыбаеву. Вы сказали, что законодатель исключил возможность судебной ошибки. Но как вам, как бывшему судье, да, в реальности судебная ошибка же возможно даже со стороны самого лучшего судьи, согласитесь? Самого хорошего, самого порядочного судьи. Возможно же судебная ошибка? Возможно. Все люди, возможно. Да. Все-таки вы, как человек, все-таки допускаете, что судом первой инстанции, возможно, будет совершена ошибка. Микрофон. Что судом первой... Вы допускаете, что судом в первой инстанции может быть допущена судебная ошибка? Возможно, я допускаю. Спасибо. Нет вопросов, да?